64-я задача. Смотрите. Автомобиль проехал первую половину пути. Гушка, есть нама? Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 20 метров в секунду. А вторую половину пути со скоростью 30 метров в секунду. Найдите среднюю скорость на всем пути. Дано. Дано. Короткие условия задачи, да? Здесь даны две скорости. Скорость в первой половине пути и во второй половине пути. Понятно? Скорость в первой половине пути равняется, смотрите, я еще раз прочитаю. Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 20 метров в секунду, а вторую половину со скоростью 30 метров в секунду. Найдите среднюю скорость на всем пути. Это у нас 20 метров в секунду, а V2 у нас 30 метров в секунду. Нужно найти среднюю скорость V, средняя на всем пути. V средняя равняется S общий разделить на T общий, да? Так, еще, если у нас есть несколько участков, которые тело проходит последовательно, тогда S общий S1 это расстояние, которое проходит тело на первом участке. S2 на втором участке и так далее. До Sn, допустим, до 5 участков это тело проходит, или 6 участков и так далее. Понятно, да? Значит, S общий у нас S1 плюс S2 и так далее. T общий у нас T1 плюс T2. Время, за которое тело проходит первый участок. T2 это время, за которое тело проходит второй участок и так далее. Это зависит от нашей задачи. В большинстве задач, которые мы сейчас решаем, там есть или 2 участки, или 3 участки. Да? Это средняя скорость, формула среднего скорости для общей случая. Да? И вот в этой задаче что нам нужно делать? Так, если этого написали, тогда мы переходим к решению данной задачи. И этого уже вы знаете, да? Да. Формула средней скорости. Для того, чтобы решать задачи, нужно использовать эти формулы. Так, а теперь дальше нам нужно, чтобы использовать только... Вот давайте до конца задачи будем довести ответ в виде формулы через V1 и V2, потом поставляем силовые значения. Понятно? Но сперва нам нужно, чтобы через V1 и V2 выразить ответ. Не через вычисление, не через вот цифры. Понятно, да? Значит, если у нас есть путь, давайте для простоты обозначим его длину 2S. Да? Мы будем считать, что длина весь этой пути равняется 2S. Значит, S общий у нас S общий равняется 2S. Но задача говорит, что первую половину этого пути, первая половина у нас, половина 2S, сколько будет? S. Будет S, да? 2S пополам, это S. Это будет где-то вот это расстояние. Первый у нас S, и длина второго участка тоже S. И этот участок автомобиль проходит со скоростью V1. И второй участок со скоростью V2. Да? Так, нам нужно найти среднюю скорость, среднюю общую скорость, да? Общую среднюю скорость нужно найти. Для этого используем те формулы, которые сейчас мы написали. V средняя равняется S общий разделить на T общий, да? S общий нам известно, допустим, да? Это 2S. Но сейчас мы найдем T общий. Так, T общий сейчас мы найдем, и наша задача почти решена, если найдем T общий. Смотрите, T общий. Сейчас мы написали этого. Если у нас есть 2 участки, T общий у нас T1 плюс T2. T1 это время, за которое тело проходит первый участок. T2 это время, за которое тело проходит второй участок. Понятно? Но нам неизвестный T1. Допустим, что нам известно 2S или вот эти S. Нужно выразить T1 и T2 через эти S и то, что нам дано.
Понятно, да? Нужно через эти величины выразить Т1 и Т2. Разобьем эту задачу на две легкие задачи. Допустим, что тело проходит путь S со скоростью V1. Нужно найти время, за которое тело проходит это расстояние. Автомобиль проходит это расстояние. Это время будет вычислено по формуле, по этой формуле, да? Т1 равняется что? Из формулы скорости V1 равняется S на Т1. Если Т1 найдем, вот, смотрите. V1 равняется S на Т1. Т1 найдем S деленное на V1. Это у нас Т1. И аналогично Т2 у нас тоже такую формулу имеет, да? Т2 у нас тоже имеет, вот, Т2 у нас тоже похоже на этого. Просто оно Т2 равняется S на V2. Так, значит, Т1 и Т2 мы нашли. И поставим эти Т1 и Т2 в эту формулу, да? У нас получается вот такой ответ. Т общий. Т1 у нас сколько? S. Т1 у нас S на V1 плюс Т2. S на V2. Потом, что можно вынести за скобкой? S вынесем за скобкой. Что останется? Здесь, допустим, единица на S умножаем. Вместо S останется единицы. Да? Единица на V1 плюс единица на V2. Так, места не хватает, что ли? Значит, дальше будем делать так. Ищем общий знаменатель. Общий знаменатель – это знаменатель, который нужно, чтобы этот знаменатель делился бы на V1 и V2. Да? Это V1 умноженное на V2. Это делится и на V1, и на V2. Если на V1 умножать, разделить, тогда получаем V2. Если на V2 разделить, получаем V1. Понятно? Тогда у нас получается S, смотрите. Здесь V2 плюс V1 в скобке, V2 плюс V1, да? Разделить на V1 минус, умноженное на V2, да? Это наш общий знаменатель. Это почти конец задачи. Вот, Т общий равняется S умноженное на это. Нужно поставить Т общее вот здесь. И S общее, вот, S общее у нас 2S. Поставить вот здесь. И получаем ответ, да? Тогда я вот стираю этот часть, потому что эта часть мы знаем уже, да? Т общее равняется Т1 плюс Т2, вот здесь мы уже написали. Т общее равняется Т1 плюс Т2. Понятно, да? S общее у нас сколько? 2S разделить на... Т общее у нас сколько? Вот. Будем аккуратно поставить. S V2 плюс V1 разделить V1 умноженное на V2. И наше равенство знак стоит вот здесь. И сначала можно перенести это V1, V2 вверх, потому что то, что второй раз разделяется, оно пойдет вверх в числитель, да? И потом можно сокращать S. Понятно, да? Здесь будет 2, S и S сокращается, V1, V2 пойдет вверх, V1, V2 пойдет вверх, потом разделить на внизу V2 плюс V1 или V1 плюс V2. Нет разницы. Будем написать V1 плюс V2. Понятно? Вот. В конце у нас появился ответ только через V1 и V2. Но после этого мы будем поставить числовые значения вот здесь. Давай поставим. 24 вот метров в секунду я здесь пишу. Это у нас ответ. Понятно? 24 метра в секунду. Большинство учеников вот так сделают. Они сделают, что средняя скорость это равняется V1 плюс V2 разделить на 2. 20 плюс 30 разделить на 2 это 25 получается. Да? Понятно? Но это неправильно. Хотя близко, но неправильно. Это для некоторых случаев будет правильно, но в этом, именно в таком случае у нас мы должны вот по такому методу решать задачи. Понятно? Задача 66. 3/4 пути автомобиль проехал со скоростью 20 метров в секунду, а оставшийся час со скоростью 10 метров в секунду. Значит, у нас есть V1. Сколько? 10? 20, да? 20 метров в секунду. V2. Вам понятно условие, да? 3/4 пути. 3/4 пути. Нужно найти V среднюю.
Поступим так же. Будем решать так, как мы решали прошлую задачу. Понятно? Но вместо 2s будем нарисовать 4s, да? Допустим. Так, это наш путь, полный путь. И разделяем его на 4s, да? Разделяем его на 4s. Получается вот это половина, да? Половина это у нас 1/4. А теперь смотрите. 66-я задача. Все. Автомобиль 3/4 из этих 4s, 3/4 из них автомобиль ехал со скоростью V1, да? Вот здесь 3/4 бегай найдера, мы будем стирать этих. Это у нас 3s. 3s из 4. Это у нас s. Да, понятно? Общий у нас 4s. 3/4 из этого автомобиль проехал со скоростью V1, а дальше со скоростью V2. Значит, сначала нужно найти S общий, да? S общий у нас сколько получается? S общий. 3s плюс s, 4s. Понятно? Так, T общий найдем. T общий. Это у нас T1 плюс T2, да? T1 это у нас S1 на V1. S1 у нас 3s, да? S1 у нас 3s разделить на V1. Плюс это T1, да? Еще T2 у нас просто s на V2. Общий знаменатель у нас будет тоже V1 умноженное на V2, как в прошлой задаче. А? Потом вынесем, это не проблема. Давай вынесем s за скобкой, потом. Общий знаменатель у нас получается V2 здесь достается, V2, а здесь V1, да? 3 умноженное на V2, s мы вынесли за скобкой. Здесь получается 3 умноженное на V2 плюс, вот, здесь единица на V1, это V1, да? Разделить на общий знаменатель у нас V1, V2, да? Значит, мы T общую нашли, понятно? Потом V среднюю. V средняя равняется S общая у нас сколько S? 4s. T общая у нас S, скобка 3V2 плюс V1. А то, что второй раз разделяется, я напишу вверх. V1 умноженное на V2. Понятно это? Что сокращается? S и S сокращается. Конечная формула. Что получается? 4V1, V2 разделить на 16. Это у нас ответ. Решаем третий уровень до конца. 67-ю задачу будем решать. Условие такое. Велосипедист ехал из одного города в другой первую половину времени. Понятно, да? Не пути, а времени. Он ехал со скоростью 12 км в час. V1 равняется 12 км в час. А вторую половину времени шел пешком со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость движения велосипедиста. Это у нас дано, да?
дано. А теперь решение. Так, у нас есть пункт АБ из одного города в другой, да? Это у нас пункт Б. Время, за которое он прибывал из точки А в С, допустим, проехал между точками А и С, будем обозначить через Т, потому что это половина времени. А вот время из С в Б будем тоже обозначить через Т. Это вторая половина времени. А общий Т у нас получается 2Т. Да? Общее время у нас получается 2Т. Это у нас здесь проходит со скоростью V1. Это длина АС равняется S1. Длина СБ S2. И скорость в этом участке V2. Так. Значит, S общий у нас равняется S1 плюс S2, да? Равно. Вот отсюда я напишу. S1 у нас для первого участка, если написать формула скорости, получается V1 равняется S1 разделить на T1. Отсюда, если S1 выразить, получается V1 умноженное на T1. Понятно, да? Итак, если найти S2, получается V2 умноженное на T2. Понятно? Значит, здесь будем поставить, вместо S1 будем поставить V1, T1. S2 у нас V2, T2, да? Но, я забыл здесь. T1 и T2 у нас равны T, да? Понятно? Потому что они равны. Они... Да. Здесь V1 T плюс V2 T. А здесь еще можно вынести за скобкой что? Чего можно вынести за скобкой? T. V1 плюс V2 останется вот внутри скобки. А теперь S общий мы нашли. Найдем T общий. T общий равняется T1 плюс T2 равняется 2T. Понятно? А теперь, дальше смотрите. V средняя равняется S общий разделить на T общий, да? S общий у нас T V1 плюс V2 разделить на T общий у нас 2T. Видно? А здесь что сокращается? T и T сокращается, получается что? V1 плюс V2 деленное на 2. И это равняется 12 плюс 4. Это хай 8 километров в час. Половина ваймеша. Половина времени. Мы одна вторая Т взяли. Таким способом тоже можно. Если общее время Т, тогда половина времени это будет 1/2 Т. Деленное на 2. V средняя равняется S1 у нас получается V1 умноженное на T1. T1 это у нас T пополам. Плюс S2 это у нас V2 умноженное на T пополам. А общий T у нас будет T. Понятно, да? Потом T вынесем за скобкой. T пополам вынесем за скобкой. Получается вот. Давайте T пополам так будем вынести за скобкой. Разделить на T. Вот сокращается. Останется V1 плюс V2. Пополам. Вот так. Так. 68-я задача. Катер прошел первую половину пути со средней скоростью в 3 раза больше, чем вторую. Средняя скорость на всем пути составила 6 км в час. Какова средняя скорость катера на первой половине пути? Да? У нас есть задача, вот, которая первую половину пути автомобиль, катер, проехал с одной скоростью, а вторую половину с другой. Но скорость в первой половине пути была в 3 раза больше, чем вторую, да? А весь общий 6? Да, а V средняя нам дано. Значит, V средняя у нас. V средняя дано. Вот. V средняя
6 км в час. Эти скорости нужно найти. А еще там сказано, что скорость в первой половине пути в 3 раза больше, чем скорость во втором. Тогда можно написать так. V1 равняется 3V2. Это понятно? Да. Скорость в первой половине пути в 3 раза больше, чем скорость во второй половине пути. А нужно найти эти V1, допустим, и V2. Если задача спрашивает V2, тогда V2 найдем. Полный путь у нас 2S, да? Половина этого пути у нас S. Вот, это полный путь. Вторая половина тоже S. Здесь катер проехал со скоростью V1, а здесь со скоростью V2. Смотрите. Здесь со скоростью V2, здесь со скоростью V1. А V1 у нас 3 раза больше, чем V2. Смотрите. 3V2. Это понятно? Здесь потратилось время T, здесь T1, здесь T2. А T1 и T2 найдем. T1 равняется путь в первом участке, это S, разделить на скорость в первом участке 3V2. Понятно? А T2 у нас получается S просто на V2. Понятно? Так, значит, T общий у нас получается, T общий равняется T1 плюс T2. S на 3V2 плюс S на V2. Получается, 3V2 у нас общий знаменатель получается, будет общий знаменатель. И здесь 3 плюс 4, да? 4S на 3V2. Нам нужно найти общий путь у нас 2S, да? Общий путь у нас 2S, поэтому будем написать V среднее равняется общий путь 2S разделить на общее время 4S разделить то, что мы второй раз разделили, где будем написать? Вот вверху. 3 умноженное на 3V2. А здесь чего мы можем сократить? Так, вот. И еще что-то 2 и 4 можно сократить, да? Здесь 2 останется. Значит, 3 вторых. Осталось 3 вторых, да? 3 вторых V2, да? Значит, V средний нам дано, да? 3 вторых это вот коэффициент. V2 найдем. V2 равняется 2 третьих V средний. Понятно? Потому что если 3 вторых пойдет в ту сторону, это будет 2 третьих. Понятно, да? Значит, поставляем числовые значения. V2 равняется 2 третьих у нас 2 третьих умноженное на 6 км в час. Получается 4, да? Не 12, вот 6 и 3 сокращаются, 4 будет. 4 км в час. А V1 значит у нас 12 километров в час. Вот ответы. Вот, V1 и V2. Но нам нужно найти V2. Ответ в задаче, вот в конце книги должно быть 4 км в час. Там 12. Так, какова средняя скорость катера на первой половине пути? V1 спрашивали.